Найти себя, выбрать любимое дело, чтобы посвятить ему свою жизнь. У многих людей на это уходят годы и даже десятилетия. Но герой нашего следующего сюжета, кажется, знал с самого детства, чем будет заниматься. И неудивительно, ведь способности и талант ему достались, можно сказать, по наследству. Он лишь добавил к этому свое упорство и трудолюбие. Георгий Дзапаров расскажет. Глядя, как легко в его руках глина обретает форму, наивно кажется, что и новичку такое по силам. В маленькой и уютной мастерской своя, непередаваемая атмосфера. Здесь даже запах особенный. В такой творческой обстановке мы застали Арсена Дзбоева. Многие, наверное, уже догадались, над чем сейчас работает мастер. Легендарный осетинский богатырь Булак Ануков даже на эскизе выглядит гордо и внушительно. Визуально, чтобы человек знал, что это будет в дальнейшем. Не просто какая-то картинка, а в объеме. И эскиз надо делать всегда. Арсен – сын нашего знаменитого скульптора Михаила Дзбоева. Его мастерская здесь же, через стенку. Так что с профессией Арсен Михайлович определился очень рано. За плечами Республиканская школа искусств, художественное училище и институт имени Сурикова в Москве. Работы Дзбоева-младшего можно встретить в разных городах страны. К 80-летию контрнаступления под столицей бюст дважды Героя СССР, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Исы Плиева установили в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. С такой инициативой выступил президент Фонда культуры имени Азанбека Джанаева Заурбек Джанаев. Гипсовую копию бюста Арсен оставил в мастерской на память. И вот он обратился ко мне, предложил, я согласился, и в общем получилось у нас вот такое вот дело. Серьезное дело было, и надо было как-то выложиться, чтобы все было в идеале, четко. Где-то с годик, наверное, пришлось поработать. Это не первая акция фонда. В 2017 году в рамках проекта «Дорогой славы от Америки до Азии» Исе Плиеву открыли памятник в Монголии. В 1945-м он освобождал монгольский народ от японской армии. В 2020 году его имя присвоили одной из школ Улан-Батора. В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне памятник Герою СССР открыли также на Кубинском мемориале советским воинам. А совсем скоро бронзовое изваяние нашего знаменитого соотечественника появится на мемориале союзных армий СССР и Монголии в провинции Хэбэй в Китае. Там же в музее развернут экспозицию о жизни и ратном пути легендарного полководца. Георгий Дзапаров, Хетак Гапоев. Специально для программы «В итоге».